Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите программу «Ахшам». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Рада представить гостя нашей студии. Марк Фейгин, правозащитник. Здравствуйте, Марк. Да, здравствуйте. Вы приехали в Киев. Зачем? Ну, не секрет, что я так же, как и все, видел некие анонсы относительно возможности обмена и приехал с учетом всех этих обстоятельств, возможно, встречать в Киеве моего подзащитного Романа Сущенко. Романа Сущенко. Да. Угу. Он был в опубликованных 33 среди 33. Нет никакого опубликованного списка 33. В средствах массовой информации РФ РИА Новости опубликовали, если не ошибаюсь. Они, я думаю, происходили из того, что есть 24 моряка и 9 остальных, которые действительно находятся в СИЗО Лефортово. Вот. Но точного списка я, в общем, не возьмусь сказать, какой он окончательный. Поэтому это все, знаете, в России вообще многое могут публиковать специально, чтобы спровоцировать на что-то. То есть это, я бы относился к этой информации, так сказать, с известным скепсисом. И мы вернемся к этой теме, вернемся к военнопленным и другим политическим заключенным. А пока я бы хотела нашу беседу начать с следующего политического заключенного, которого вчера освободили из СИЗО. Крымско-татарскому политическому заключенному Эдему Бекирову вчера отменили меру пресечения в виде содержания под стражей и решили выпустить из СИЗО. Давайте послушаем вот о первых эмоциях его дочери Элеоноры. Сегодня мне позвонила родная сестра, утром сказала, что заседание суда открытое, но никого не пускают. Для меня это уже был такой тревожный звоночек, я очень переживаю каждое заседание, так как оно отражается сразу на состоянии здоровья отца. Но никак не думала, что исход событий будет таким. Позже я увидела, что Антон Намлюк меня отметил в публикации. Я, честно, даже боялась открыть эту публикацию. Но потом я открываю и вижу, что там большой пост и только одно слово «отпустили». В этот момент я не знала, мне не хватало воздуха, я не знала, что мне делать. То есть это эмоциональное такое состояние, которое невозможно передать. То, что в этот момент я испытывала, конечно, это была безграничная радость. И в этой студии у нас некоторое время назад был председатель Меджлиса крымско-татарского народа, который сказал, что он ознакомился с материалами дела Эдема Бекирова и, собственно, прочитал, чем мотивировали оккупанты, отпуская Эдема Бекирова. И, значит, там указан перечень заболеваний Эдема Бекирова, согласно которому по российскому законодательству его содержание в СИЗО не разрешено, нереально. Не допускается. Так, 9 месяцев. Разве они этого не знали? Что изменилось, как вы думаете? Ну, смотрите, то, что Эдем Бекиров, я его очень хорошо помню по процессу Ильми Умерова. Я после процесса Ильми Умерова больше никогда в Крым, как вы понимаете, не ездил. Но я его хорошо помню, он приходил поддержать Ильми. Из того, что я видел по делу, он, безусловно, очень больной человек. Особенно вот эти грыжи. В СИЗО находиться с грыжей, когда она давит на, значит, вот этот канал, совершенно невозможно. То есть это фактически уже инвалидность. Ну, там, допустим, 3-й даже группы, хотя, по сути, это может быть и 2-я, поскольку он в последнее время, я видел, лежал, значит, просто в аквариуме, когда шли судебные заседания. Он в перечень заболеваний попадает. Там есть такой перечень специальных заболеваний, который предполагается по Уголовному процессуальному кодексу, достаточный для того, чтобы исключить меру пресечения в виде содержания под стражей для таких, значит, обвиняемых. То, что они выполнили, они могли, конечно, это сделать раньше, конечно, но не было такой установки. Для тех, кто не знает, я напомню, Эдем Бекиров, политически заключенный, он инвалид первой группы, перенес несколько операций на сердце, у него ампутирована нога, а также он болеет сахарным диабетом. Но все-таки действительно действия оккупантов, они не поддаются какой-то логике, но в этот раз действительно логика все-таки, видимо, сыграла, человек не виновен, его отпустили, но или же нет, как вы думаете, почему так произошло? С одной стороны, всегда они боятся, чтобы кто-то умер в тюрьме, потому что, вы понимаете, масштаб такого скандала, он несопоставим с любыми, так сказать, интересами, которые преследуют спецслужбы в Крыму. Поэтому они, возможно, предполагают для себя такой вариант, по которому они все-таки изменят меры пресечения и дадут возможность Эдему Бекирову находиться дома. То есть для того, чтобы выпустили, нужно быть в предсмертном состоянии? Абсолютно точно. Я не помню, чтобы по-другому когда-то бывало. Я вам напомню, было такое мощное дело
в Европейском суде. Единственное, когда человека выпустили по 39-му правилу, немедленный отпуск, это было дело вице-президента ЮКОСа. Он все равно умер, Алексанян такой. Вот, у него нашли СПИД, еще отягощенный рядом заболеванием, причем он заразился там уже в тюрьме. И его отпустили, благодаря решению ЕСПЧ, которое вынесло такое решение, там два таких решения прецедента, и Лашку, и вот Алексаняна. И понимаете, какая штука? В российских тюрьмах умирают. Это нормальное явление, так сказать, для них. Поэтому это их остановил только вот факт того, что действительно начались какие-то контакты, я думаю, между Москвой и Киевом по поводу освобождения. И возможно, они хотели бы, чтобы, если даже что-то будет происходить в судьбе Эдема Бекирова, его переместят в Киев, отдадут в Киев, чтобы он в каком-то более приличном состоянии туда доехал. Ему изменили меру пресечения, если не ошибаюсь, условие – это обязательная явка в суд. Да. То есть формально Эдем Бекиров может приехать на материковую часть Украины. С разрешения следствия. С разрешения следствия. Ну, вы знаете, если вопрос будет принципиально решен, то, конечно, они будут счастливы его отправить, вот уезжай, и все, и до свидания. Поэтому это формальности, это техника. В России никакого суда нет, никаких законов нет. Решения по политическим делам принимаются совсем не в судах, и поэтому, естественно, когда они отпускают, учитывая все обстоятельства, которые сопровождают это, они исходят из того, что вполне может быть, что Эдем Бекиров должен покинуть территорию Крыма. Вместе с тем, есть решение Европейского суда по правам человека, которое обязывает оккупационные власти в Крыму вывести Эдема Бекирова в гражданскую больницу и, естественно, дать ему надлежащую медицинскую помощь. Можно ли это расценивать как выполнение решения ЕСПЧ? В том числе, конечно. Конечно, но первично все-таки, как это ни странно, учитывая, что решения ЕСПЧ, конечно, выполняются вот в таких случаях по преимуществу, но первично все-таки то, что сейчас есть какой-то конфиденциальный диалог между Москвой и Киевом, потому что это же не решает проблем. Ну, посудите сами, вы его выпустили, а дальше что? Над ним висит обвинение, понятно, что фуфельное абсолютно, как у нас говорят. И что, вы его судить собираетесь? Вы его собираетесь осудить к сроку заключения? Вы собираетесь его отправить в колонию? Этот человек там проживет один день, понимаете? Поэтому, соответственно, да, они выполнили формальное решение СПЧ, но здесь, мне кажется, более масштабно будет решаться вопрос с тем, чтобы просто избавиться от него. Я думаю, что скорее для них это лучший выход. Ну а уполномоченная Российской Федерации по правам человека Татьяна Москалькова положительно оценила освобождение из-под стражи в Киеве главного редактора РИА Новости Украины Кирилла Вышинского. Давайте послушаем. Приветствую решение Подольского суда Киева, который сегодня освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное обязательство. Считаю это решение справедливым и лишенным политического подтекста. Оно дает надежду на дальнейшее объективное рассмотрение дела журналиста. Вышинский находился в СИЗО год и 3 месяца. Суд арестовал его в мае 2018 года по подозрению в государственной измене после обысков СБУ в офисе РИА Новости Украина. И сегодня пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену 35 на 35. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Хочу отметить, что некоторое время назад Сарган этот пост на своей странице в Facebook удалила. Что вы думаете по поводу освобождения Вышинского и поста Ларисы Сарган 35 на 35? Что это было? Ну, то, что она удалила этот пост. Ну, видимо, ей сказали, Написала, что удалила. вы нам мешаете вести переговоры, и, пожалуйста, не делайте подобного рода комментариев, потому что вы не уполномочены их делать. Я думаю, поэтому она удалила. Вот. Все, что касается этих переговоров, надо честно сказать, этим занимается только сам президент Зеленский, ну, там, может, ближайшее окружение. Поэтому мы это не комментируем, мы в это не лезем. Мы очень рассчитываем, что господину Зеленскому, значит, Владимиру Александровичу удастся решить эту проблему. Он сам об этом говорил на Дне независимости: не мешайте мне, дайте я это сделаю. А как вы думаете, омбудсмен Людмила Денисова в этом процессе участвует с Татьяной Москальковой? Ну, я допускаю, поскольку она приезжала в Москву вот буквально на прошлой неделе в конце ее, и одновременно Москалькова приезжала, так сказать, в Киев. Ну, наверное, они вовлечены в каком-то объеме, так сказать, к решению этой проблемы. Но важно здесь другое. Вы спросили меня относительно Вышинского. Да, я воспринимаю это все-таки. Она-то как комментирует это, тетя? Она говорит,
выходит, что мы, значит, никакой политики, это значит, разобрались, вот смягчили меру пресечения, и вот мы надеемся, что его еще и как бы прекратят дело, ну, как я домысливаю то, что она пытается сказать. Ну, так очень хорошо. Вот у меня, вот я 3 года защищаю Романа Сущенко. Чего-то такой гуманности со стороны суда я не заметил в отношении моего подзащитного. Понимаете? Почему-то Москалькова занимается, ну пусть, хорошо, это ее объем обязанностей, значит, Кириллом Вышинским. А что ж она при стольких обращениях к ней не занималась судьбой моего подзащитного Романа Сущенко? Что же это вот так вот как-то неравная такая ситуация? А там тоже было, есть к чему смягчить меру пресечения и, так сказать, и рассчитывать на независимый суд, понимаете? Поэтому с этой точки зрения я думаю, что все-таки это политическое решение, с моей точки зрения. Некоторое время назад говорили, что Вышинского, возможно, обменяют на украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Что сейчас с Олегом Сенцовым известно? Есть ли какая-то информация? Ну, у меня, конечно, информации нет, я не являюсь его защитником, поэтому у меня даже нет представления, что там происходит, но думаю, что он обсуждается. Я так предполагаю, что его тоже обсуждают. А вот в контексте ли Вышинского или вообще большого обмена, вот тут я не скажу. Сам Вышинский заявил, что он не хочет вообще обмениваться и считает себя невиновным и будет ждать оправдательного приговора. Вот знаете, что касается списков 35 на 35, тут у меня возник такой вопрос. До этого шли списки 33, если не ошибаюсь, да, в прессе включительно 24 украинских военнопленных моряков и еще 9 политических заключенных. Среди них был Сущенко, если не ошибаюсь. Ну, отдельные источники его называли. Да. Опять же, публичные источники. Мы как бы это не комментируем с точки зрения того, что я этого не знаю, я к этому процессу... Но сегодня появилось 35, еще 2. Кто это может быть? Это об этом сказала Лариса Сарган. Больше я этой цифры нигде не видел. У нас есть телефонный звонок. Давайте примем. Алло. Алло? Да, алло, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, і задавайте ваш вопрос. Мене звати Віктор, я з Запоріжжя, хочу ставити запитання до адвоката Марка Фейгіна. Будь ласка. Так, дивіться, скажіть, будь ласка, коли Марк Фейгін вибачиться за те, що переслідує Шарія і те, що наговорює на Шарія? Все те же самые, я попозже об этом скажу. Спасибо большое. Да, мы не хотим затрагивать тему Шария в этой студии сейчас. Все-таки давайте. Мы будем говорить про политических заключенных и про темы, касающиеся действительно Крыма, политических заключенных и так далее. Вот вчера в нашей студии был Роман Бессмертный, и он выразил очень интересное мнение и сказал, что Зеленского загнали в угол. Экс-представитель политической группы на переговорах в Минске Роман Бессмертный считает, что вероятность обмена военнопленных моряков – дипломатическая уловка Кремля. Давайте послушаем. Якби не ці телефонні розмови, які відбулися, то моряки вже давним-давно могли бути вдома. Просто треба було діяти в партнерстві з Міжнародним трибуналом і міжнародною спільнотою. Бо ті рішення не обговорюються, вони просто виконуються, в тому числі і Росією. Оце так звана підміна понять, яким дуже часто Кремль хворіє для того, щоб заплутати візаві. І от тут... Даруйте за те, що я зараз скажу, тут не засоби масової інформації заважають Зеленському, йому заважають просто нефахове оточення, яке не може чітко пояснити, що, пане президенте, вас Путін просто дурить. Вот как вы прокомментировали заявление Романа Бессмертного? Ведь действительно у нас есть решение Международного трибунала. И обмен 24 военнопленных является нивелированием этого решения или же нет? А когда вообще Москва выполняла какие-то решения международного правового характера? Когда она просто так, без всего их выполняла? Когда? Я не очень хорошо помню так, чтобы вот последние годы они бы действовали в рамках принятых решений. Я вот сам участвовал в деле Arctic Sunrise в свое время. Там тоже принимались решения трибуналом. Ну, они касались судна Greenpeace. Вот, это было в 2013 году, да. Я защищал такого Дмитрия Литвинова. Но отпустили-то их не потому, что какие-то были решения трибуналов и тому подобных. Отпустили, потому что король
Нидерландов прилетел в Москву и договорился об этом с Путиным, и они просто их отпустили, всех этих активистов, на приразломной станции крупная была. Я думаю, вы знаете, рассчитывать на то, что Путин просто выполнит решение трибунала, учитывая, что Москва много раз говорила о том, что не признает его решений, что они относятся, собственно, к ситуации с моряками, мне кажется, не приходится. Поэтому Зеленский ищет компромисс. Я его понимаю. Не слишком ли наивно предполагать, что Путину важны судьбы и жизни граждан Российской Федерации, которые содержатся на территории Украины, чтобы обменять их на совершенно невинных людей? Ну, если бы они ему были важны, он бы давно уже обменял. Потому что предложения о том, чтобы обменять, звучали и в прежние годы. Я очень хорошо помню, в трехсторонней контактной группе, в гуманитарной подгруппе это звучало неоднократно. Как вы думаете, тогда на что он рассчитывает? Ну, я думаю, это игра, да, имеет место, но это не значит совершенно, что обмен невозможен. То есть игра всегда присутствует, что ж поделаешь, так сказать, Кремль всегда играет, но это не отменяет того факта, что все равно в конечном итоге удастся договориться. Я бы не исключал этого. Ну, смотрите, а если Российская Федерация, как вы уже отметили, да, не выполняет никакие международные соглашения? Ну, не помню такого. Да, действительно, за последние 5 лет никакие конвенции, резолюции и принятые решения на международной площадке Российской Федерации, требования в том числе не выполняла и играет свою игру. Да. И Украина, если этой игре подыгрывает, не подставляем ли мы сами себя? Вы знаете, это вопрос оценок, потому что на самом деле я понимаю и Зеленского, потому что для него первичны человеческие жизни, в отличие от Путина, которому как раз они не так сильно важны, ему интересы важнее. А Зеленскому точно абсолютно важны люди, потому что здесь другая система. Здесь общественное мнение давит на своего выбранного президента, который, так сказать, зависит от этого общественного мнения. И поэтому, и сам Зеленский очень расположен к тому, чтобы думать о конкретных судьбах. Мне кажется, он просто так молодой политик в этом смысле, и для него это важно. Но что делать? Москва сильнее в том его смысле, что они диктуют условия. И поэтому, к сожалению, сейчас обстоятельства складываются так, что любая договоренность, она либо компромисс, либо такой ущербный компромисс. По-моему, другого выхода почти нет. Как вы думаете, Путину важно вернуться в Большую Семерку? Абсолютно, точно. Он же об этом пусть и не заявляет, но он стремится к этому. Мы же видим, как это выражается и через заявление Трампа, и через переговорный процесс с Макроном, и негласную возникающую инсайдерскую информацию о том, что Москва очень расположена к тому, чтобы ее пригласили в качестве гостя на следующий саммит в августе в Соединенных Штатах. Я думаю, да. И заявления разного рода, и по Украине, и по Японии, например, с островами, они все тоже направлены на то, чтобы как-то, по Курилам, как-то попытаться максимально изобразить из себя очень сторону такую покладистую, сторону процесса этого. Я почему про G7 вспомнила, потому что ведь были разговоры о том, что именно G7 может стать предметом торга в вопросе освобождения военных. Да, но об этом сложно рассуждать, например, с точки зрения Украины, потому что Украина на этот процесс не влияет. Украина не может повлиять на то, чтобы Россию вернули в G7, и она стала G8. Да? Тогда переговоры ведутся не только на уровне Украины и России. Конечно, только в большей степени без Украины, потому что, в семерке присутствует государство за вычетом Украины, и они должны решать, пустят ли они Путина за этот большой круглый стол или нет. Другое дело, что то, что в руках самой Украины, мне кажется, действительно надо использовать, получится это или нет, но я надеюсь, что получится. Мы связываем надежды с этим переговорным процессом, это правда. Повлиять на него с чьей бы то ни было стороны, кроме гарантов, в котором выступает сейчас в большей степени Франция, больше никто не может. Которая сделала сегодня очень интересное заявление. Да. Европа исчезнет, если она не пересмотрит свою стратегию в отношении России. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время вчерашнего ежегодного выступления перед дипломатами. Что он сказал? Давайте послушаем квинтэссенцию его речи. Европа может либо принять решение быть союзниками меньшинства того или другого, либо принять участие в игре. Мы не сможем восстановить Европу, не восстановив связи с Россией, иначе Россия приблизится к другим державам. С нами сейчас политолог из Франции Андрей Шкиль. Андрей, здравствуйте, слышите ли вы нас? Добрый вечер, так я очень дуже добрый. Да, Андрей, как вы думаете, с чем связаны подобные заявления Эммануэля Макрона, который, как вы уже слышали, наверное, говорит, что Европа не сможет существовать без Российской Федерации, а в том числе европейские страны совершенно не заинтересованы в санкциях против РФ? Насправді це такі заохочувальні слова, вони були сказані ще перед
зустрічю Макрона з Путіним у себе в резиденції, тому Макрон, як лідер, нинішній лідер Європейського Союзу, і майбутнє, я сподіваюся, робить усе для того, щоб продемонструвати і Путіну, і російській еліті те, що їх чекає у випадку, коли вони уникнуть агресії проти України, коли вони повернуть Крим, коли вони стануть лояльними членами європейської спільноти. А коли ні, то вони будуть отримувати санкції і не треба говорити буквально, що Франція чи Макрон, зокрема, проти санкцій стосовно Російської Федерації за те, що вона окупувала чи анексувала Крим і підтримує бойові дії і проводить бойові дії на сході України. Тобто це треба розуміти, це пояснює чітко. І слухачам своїм, і російському президентові Путіну він це говорить однозначно, що ось тобі дивись перспективи. Ти береш участь у побудові великої Європи, ти рівноправний партнер, Росія учасник процесу, або на тобі санкції, на тобі зневага, і Європа занепадає, навіть через це. Скажите, а вот, Андрей, да, а скажите, а как вы думаете, что должно такое сделать Российская Федерация, чтобы Эммануэль Макрон, да, тот же, и тоже даже Ангела Меркель поняли, что договориться со страной-агрессором невозможно? Тут не питання, що вони цього не розуміють. Це зрозуміло, просто є завжди внутрішні елементи виборчої боротьби, партійної боротьби, і використовується умінь і зовнішньополітична карта. Тобто вони мають пояснити і своїм співвітчизникам, і своїм однопартійцям, і своїм конкурентам, тобто опозиціонерам, що вони ведуть діалоги зі всіма, що вони не є проамериканськими чи не достатньо європейськими. Вони готові вести розмови з Китаєм, з Росією, з ким завгодно для того, щоб подбати про благо Європейського Союзу, Європи, європейської цивілізації. Це продиктована, скажімо так, слова Макрона. І так треба розуміти. Вони ніхто не сумнівається в агресії Росії проти України. Ніхто не сумнівається в тому, не ставить під сумнів, що Крим анексовано чи окуповано. Це питання, яке не дискутується. Дискутується тільки те, в який спосіб має відбутися повернення до того моменту, коли можна буде розглядати зняття санкцій Росії. Тобто, звичайно, це беззаперечно. Це абсолютно повернення Криму, виведення всіх своїх військ з України. Политолог Андрей Шкель был с нами на прямой связи по телефону из Франции. Действительно, как вы думаете, почему Эммануэль Макрон вот сейчас очень активно, да, начал поддерживать Путина? И совершенно недавно они встречались, и с таким настроением он ехал на G7, и сегодня вот подобное заявление с тем, что вообще нам не выгодны эти санкции. Вообще уже как бы некоторое время делаются именно Макроном эти заявления. Скажем так, он выражает позицию во многом всего Евросоюза. Телефонный звонок у нас есть в студии. Да. Давайте примем. Алло. Алло? Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чому у вас в студії зараз знаходиться людина, яка, програвши всі суди Анатолію Шарію, продовжує наклеп на нього? Дуже дякуємо. Сьогодні вже було таке питання. Да, это группа, я отвечу в конце, про него скажу, там у меня оставить чуть-чуть. Да, возвращаясь к нашей беседе с Эммануэлем давайте поговорим об этом. Значит, смотрите, эта позиция Евросоюза, она меняется. Если раньше она была чуть более жесткой, очевидно жесткой, и в отношении санкций их продления, и в отношении, скажем так, вообще, так сказать, переговорного процесса, потому что он конфронтационно складывался. Сейчас позиции меняются. Видимо, это как-то связано с переменами в самой Украине. Эти настроения должны как-то коррелироваться. И, видимо, Запад, прежде всего Европа, хочет решить какие-то свои, в том числе, проблемы с Москвой за счет Украины. Этого тоже нельзя не понимать, потому что, судите сами. Ведь и G7, и санкции были введены при первой санкции за Крым в 2014 году, а снимать их хотят за Донбасс. Согласитесь, это же некоторая перемена сущностная, которая меняет вообще весь смысл этой санкционной политики, вообще политики Запада по отношению к Москве, к оккупации Крыма и так далее. А в офисе президента Украины надеются расширить состав стран-участников нормандского формата. Давайте послушаем официальное сообщение на эту тему.
Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть более вовлечены в переговорный процесс относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к нормандскому формату. Ну, собственно, вот о таком расширении говорится, мы услышали в официальном сообщении. Нормандский формат, как вы думаете, может ли быть эффективным в переговорном процессе? И, собственно, готов вообще, насколько эта встреча готова? Готов ли к этой встрече сам Зеленский? Готов ли к этой встрече Путин? И о чем они будут говорить? Нет, ну Зеленский точно абсолютно готов, так сказать, ему нужна такая встреча, потому что по-другому вопросы не решаются. Только в присутствии гарантов и посредников нормандского формата можно чего-то добиться. И, собственно говоря, идея расширения, привлечения Соединенных Штатов к этому формату и вроде бы благосклонность американской администрации и заявление Госдепа о том, что они, в общем-то, готовы присоединиться, ну, хотя бы на первых порах в качестве там еще одного участника или там, я не знаю, посредника или наблюдателя, и уж не знаю, какое качество будет определено для нормандского формата. Европа, кстати, не слишком была расположена к тому, чтобы привлекать США, потому что получается, что без США вообще ни один вопрос не решается. А вот Москва-то, конечно, заинтересована была бы, чтобы США выступили неким гарантом, так сказать, договоренностей по отношению к Киеву, и, наверное, они бы это поддерживали. Другое дело, что все равно в конечном итоге, а сам нормандский формат не определен, когда будет следующая встреча. Это пока все только разговоры о том, что то ли в сентябре, то ли в октябре, в Париже. Значит, это пока еще не решенный вопрос. Вот в чем все дело. И поэтому говорить об этом можно только пока гипотетически. Ну и еще одна тема, которую мы хотели с вами обсудить. В России уважаются права человека и соблюдаются права россиян. А протестные акции в российской столице не являются уникальным явлением по сравнению с происходящими в других странах, в том числе в европейских государствах. Так сказал президент России на одной из последних международных встреч. Давайте вспомним, как российские силовики соблюдают права граждан своей страны. У меня плечо выбито! Путин вор и узурпатор власти, преступник. Ну что вы делаете? Ударил девушку. Какой герой? Вы посмотрите, надел маску, ударил девушку, и все ему сойдет с рук. Инвалидов взяли, а? Ну что, совсем? Все, ребята, он несовершеннолетний, ему 13, не надо! Ребята, ему 13! Не сопротивляюсь. Не надо руки, у меня рука сломана! У меня рука... На каком этапе сейчас протестные акции в Российской Федерации? Им конец или же все-таки? Ну, я думаю, что в общем конец. Они на спаде, потому что лидеры протеста, незарегистрированные кандидаты, которые частью вышли из-под административных сроков ареста, частью еще продолжают находиться под этими арестами, в частности Илья Яшин, они же фактически поддержали акцию Навального с умным голосованием, но это фактически альтернатива протестной активности на улице, поэтому я думаю, что... Скажите, а если бы даже допустили независимых кандидатов на выборы, это бы что-то изменило? Нет, это точно абсолютно ничего не изменило, и более того, они бы не прошли. Выборы были бы сфальсифицированы, и их никто бы не допустил. Тогда почему Путин не допустил этого? Ну, безусловно, он дал санкцию на вот все вот эти действия, которые мы сейчас видели, потому что они не могут себе позволить хоть какое-то колебание внутри системы власти не в пользу этой самой власти, потому что они собираются пролонгировать свою власть, где-то на следующий год, наверное, будет Путин вносить решение о том, чтобы там, ну, на мой взгляд, увеличить срок пребывания у власти без ограничений 2 сроками в качестве президента. Я думаю, скорее всего, этот вариант будет избран. И им не надо, чтобы какие-то обладающие статусом, хоть каким-то даже небольшим, как депутаты Московской городской думы, люди, которые придерживаются совершенно обратных Путину взглядов, могли бы мешать вот этой гладкой пролонгации власти. Я вот все-таки сравниваю с нашей страной, да, с Украиной. Вы помните, в 2014 году, когда вот были вот эти действия со стороны правоохранительных органов,
органах, люди сразу начали строить палатки и сразу выходить на протест. То есть это не были такие периодические протестные акции, как проходят в Российской Федерации, что не впервые мы видим на протяжении нескольких лет. И из-за Кемерово была акция и так далее, и куча других. Но как-то это все заканчивалось. Как вы думаете, что должно такого произойти в Российской Федерации, чтобы люди начали действительно строить палатки, а не договариваться там о митинге, можно его провести, не можно, как это делали либертарианцы? Ну, вообще, в терминальном смысле это должна быть война. Война может стать триггером, благодаря которому у людей те ограничители, которые действуют в обычных условиях, им есть что терять, они многого боятся и так далее. Вот они должны так слететь, и тогда людям уже будет нечего терять. И да, в условиях войны всегда это все обостряется. Кстати сказать, в русской истории в 17 году все происходило на фоне Первой мировой войны. И в 1905 году на фоне русско-японской войны. В Российской Федерации может что-то измениться только если будет Третья мировая? Ну а почему? Это не обязательно Третья мировая, но это будет какой-то большой или небольшой региональный конфликт. Они уже демонстрировали не раз, что свои задачи внутренние они решают за счет такого внешнего воздействия. То есть война в Грузии или война в Украине повышала рейтинг Путина. Но и в 17 ведь война ничего хорошего не принесла. А кто сказал, что они стремятся к чему-то хорошему? Кто стремится? Зачем было оккупировать Крым? Это что, сильно хорошее, что ли? Кого оно осчастливило вообще, эта оккупация? Ну, просто большинство российского населения, оно многие вещи делает из страха, потому что идейных сторонников Путина есть, но их не так много. А вот страх – это очень сильный мотиватор для всякого рода действий вообще основной массы населения, поскольку они и неактивны и так далее, но все может поменяться. Марк Фейгин, правозащитник, был гостем нашей студии. Спасибо большое. Мы вынуждены завершать информационно-аналитический блок на телеканале АТР. Смотрите далее Прайм Мацарский. Не переключайтесь. Если нация не будет